В дни усиленного снегопада любителям погонять мяч остается только сидеть дома и наблюдать на голубых экранах за игрой и тренировками профессионалов на зарубежных зеленых газонах. Но не в нашем городе. Зеленые газоны заменяет площадка городской спортивной школы, мяч немного отличается по размерам, в принципе, как и игроки. Да и сам футбол стал размеров мини. Но все эти качества не мешают школьникам ежегодно выступать на зональных соревнованиях в республиканском первенстве Министерства образования. О принципах проведения турнира по мини-футболу среди юношей 11-12 лет нам рассказал тренер спортшколы Михаил Громов. Сегодня первый тур начался. Первенство Министерства образования Республики Башкортостан по мини-футболу. Вот первый тур проводим мы сегодня в Сибае. К нам приехало 2 команды из Межгорья и 2, соответственно, мы выставили наших сибайских команд. Вот. Система проведения таких соревнований именно туровая. Значит, первый тур мы сегодня здесь проводим, и также еще тоже первый тур, но там другие команды играют, они сегодня встречаются в Акьяре. Вот. Сегодня мы эту игру закончим, то есть 4 команды сыграют между собой, и следующий тур у нас уже будет в рамках этого же первенства уже в январе проходить. Причины популярности мини-футбола в республике достаточно неоднозначные. Одни выросли из дворового футбола, другие впитали любовь к спорту из увлечения родных и близких. Третьи видят свое хобби ступенькой к профессиональному спорту. Я умею обводить, пасы давать точно. Пробивать поворотом. Мы пас отдаем. Технику изучаем. Да, подкидываем себе на грудь, принимаем ногой. У меня развились большинство ударов. Подвижный вид спорта. Я с детства тоже любил играть в него. С папой всегда играли. Вот из-за этого пошел в мини-футбол. Это мой любимый вид спорта. Я с детства в него играю. Главное отличие футбола в помещении от матча на травяном покрытии – это тактика игры. В большинстве случаев соперники играют 1 в 1, то есть каждый игрок контролирует действия игрока противоположной команды. Ограниченное количество людей на спортплощадке подразумевает, что любой игрок участвует как в атаке, так и в обороне. Несмотря на юный возраст ребят, в игре прослеживалась отлаженная тактика и работа тренера как воспитателя и старшего наставника. По словам главного судьи зональных соревнований, а по совместительству тренера команды юношей из Межгорья, из своей 25-летней практики он выявил основной критерий успеха в мини-футболе. Футбол – это игровой вид спорта. Конечно, на первом месте это работа с мячом. Чтобы почувствовать мяч, а тем более небольшие города, такие как у нас нету отбора. Мы берем всех детей. Физику можно наработать, а вот с мячом надо работать, как говорится, всю жизнь. И, конечно, основные упражнения – это на быстроту, на подвижность, на ловкость, на координацию, потому что без этого в футболе делать нечего. Для победы прежде всего хорошая спортивная злость, азарт игровой обязательно. Я ребятам всегда перед игрой говорю, я все могу понять. Все ошибаются, мы только учимся. Но когда нет нормальной спортивной злости, когда нет игрового азарта, то толку не будет никакого. Поэтому именно, как говорится, на зубах надо, даже если что-то не получается. По итогам первого турнира команды Межгорья заняли лидирующие позиции. Теперь ребята будут усиленно готовиться к следующему этапу соревнований, который пройдет во второй половине января будущего года. В атмосфере борьбы соперники оставили отзывы и о наших игроках. Мне кажется, они немножко посильнее, и да, они одержат. Но мы будем уверены, и мы тоже стараемся победить их. Я думаю, наша команда будет хорошо себя играть. И думаю, мы выиграем. Агрессивными. Игра не настолько жесткая, но в итоге они бортуются очень сильно. Екатерина Марочкина, Нияз Мирхайдаров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.